Жители Якутии в 2024 году потеряли из-за интернет-мошенников свыше 1 миллиарда рублей. Эти данные сообщил исполняющий обязанности министра финансов Якутии Иван Алексеев в ходе отчета о деятельности министерства за 2024 год. Стоит отметить, что по итогам 2023 года по дистанционному мошенничеству объем средств, которые наше население потеряло в 2023 году, составил меньше миллиарда рублей. По итогам 2024 года это было 1 миллиард 202 миллиона рублей. Количество преступлений в 2024 году составило 3245, а в 2023 – 2923. Правительство республики отмечает важный факт, а именно то, что вопросы киберпреступности и конкретно финансового мошенничества – это уже вопросы не только Министерства внутренних дел, а вопросы всего общества. 2025 год тоже не радует нулевой статистикой, к сожалению. Граждане продолжают попадать на уловки мошенников и продолжают пополнять ряды пострадавших, теряя при этом не только заработанные, но и миллионы заемных средств. О том, как обстоят дела с раскрытием преступлений, какие новые схемы используют мошенники для обмана граждан и как противостоять мошенникам, мы продолжим говорить в нашем новом выпуске передачи про деньги. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности прокурора Республики Саха-Якутия, старший советник юстиции Губин Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Естественно, первый вопрос, который бы я хотела вам задать в начале нашей передачи, это о статистике. Расскажите, пожалуйста, какова статистика на данный момент, может, в сравнении с прошлым годом, и вообще, как обстоят дела? Согласно официальной статистике, по итогам 2024 года количество преступлений от IT-мошенничества осталось примерно на той же цифре, это порядка 2000 граждан. Если 2023 год это 1999, то в 2024 году 2076. Но вместе с тем выросла сумма причиненного ущерба до 1 миллиарда 100 миллионов рублей. То есть огромная сумма. Прошлый год эта сумма составляла 811 миллионов рублей. Соответственно, если посчитать математически, то средняя сумма мошенничества выросла с 406 до 530 тысяч рублей. А социальный статус потерпевших остается примерно один и тот же. И работающих, допустим, по найму, основная категория людей, это 44%. Дальше идут у нас пенсионеры, 21%, и дальше все остальные. То же самое по возрасту. Большая категория – это люди активного возраста от 30 до 49 лет. Свыше 60 лет – это люди также порядка 20% потерпевшие. То есть мошенники атакуют у нас все категории социальных граждан и всех возрастов. И получается, страдают в большинстве случаев те, которые работают. У кого, как правило, есть деньги, есть кредиты, и в практике отмечает, когда и люди, которые не имеют заработка источника, доступность онлайн-кредитов, к сожалению, она приводит к потерям денежным. И вот вы сказали, что суммы растут, да? Получается, что мошенники стали больше денег выманивать у одного человека? Методы совершенствуются, и у нас рекорд по прошлому году порядка 25 миллионов рублей перевел гражданин в рамках такой псевдоспециальной операции, так скажем. А на ваш взгляд, изменились ли схемы мошенников? Или что-то, может, добавили они? Основные схемы мошенничества, они по-прежнему остаются одни и те же. Если их разделить, я имею в виду крупные, когда граждане несут крупные потери, исключаю покупки на Авито и так далее, когда эти потери небольшие, 5, 3, 10 тысяч рублей. Это потеря, не такая фатальная, а именно крупные потери свыше 1 миллиона рублей. Здесь все стандартно. Это две основные схемы. Это проведение так называемой специальной операции и инвестиционная деятельность. Специальная операция – это когда человека под предлогом либо потери денег, либо финансирования вооруженных сил Украины загоняют под страхом в искусственную комбинацию, когда человек думает, что он помогает правоохранительным органам, при этом он получает различные бумаги с печатями,
На связь выходят, в том числе на видео, сотрудники правоохранительных органов, и у человека создается иллюзия участия в какой-то специальной операции. Здесь я хотел сразу граждан предупредить, что законами Российской Федерации дистанционное участие в специальных операциях не предусмотрено. То есть, если к вам обращаются с таким вопросом, то это первый признак, что с вами разговаривают мошенники. Также через мессенджеры, как я уже сказал, направляются различные бланки. У нас также законами не предусмотрено направление ни бланков, ни предупреждения об уголовной ответственности за отказ от участия в специальной операции. Такой ответственности вообще не существует. Существует ответственность за разглашение данных предварительного расследования, но человек при этом должен письменно в кабинете у следователя подтвердить, что он предупрежден об этой ответственности. И вот такими методами запугивают. Но подходы здесь разные, начиная от поступления информации о том, что заблокирован телефон, закончился договор абонентского обслуживания, направьте нам код. Когда гражданин отправляет код, поступает информация, что этот код был использован для взлома государственных услуг. Дальше на потерпевшего выходит сотрудник Национального банка или другого органа и сообщает, что действуют мошенники, вам необходимо принять участие, это предусмотрено законом, получаете кредит, переводите деньги на безопасный счет. Опять же скажу, акцентирую внимание, никаких безопасных отдельных счетов не существует, это опять же уловки мошенников. Также в последнее время отмечались заходы со стороны якобы записи в электронную очередь на замену счетчиков по линии ЖКХ, на замену электронной очереди на получение каких-то таблеток, медицинских изделий в больницу, ну и получение иных услуг. Ну, и опять же, это был мотивом продиктовать код, значит, взломаны госуслуги, и пошла стандартная схема. Все сводится в целом к специальной операции в базе. Поэтому подходы меняются, а основная, так скажем, база проведения мошеннической схемы, она из года в год одна и та же. Получается, механика по выманиванию информации о кодах у граждан, она у них сохранилась. Да, ну опять же, код используется не для получения каких-то кредитов, а чтобы в дальнейшем человека вовлечь. Человек действительно смотрит, что код продиктовал, госуслуги заблокированы. Дальше там в госуслугах никаких действий не производится. То есть мошенники используют эту блокировку госуслуг как повод оказать человеку помощь. И человек понимает, да, госуслуги мои заблокированы, ему сообщают о том, что происходит списание, оформление несанкционированных кредитов, и человек под боязнью потери денег начинает выполнять рекомендации, указания вот этих псевдосотрудников, которые в последнее время выходят и на видеосвязь. Опять же, в практической деятельности выход на видеосвязь и демонстрация служебного удостоверения через WhatsApp и Telegram, она не предусмотрена никакими ни приказами ведомственными правоохранительных органов, ни тем более законами Российской Федерации. Поэтому тоже это первый признак, когда вам человек рассказывает какую-то важную и срочную информацию, требует оформить кредит, обналичить кредит, отправить на безопасный счет. Ну, прекращайте разговор. Это явный признак, что вы находитесь под, так скажем, воздействием мошенников. Также вы вот в тех материалах, которые сейчас наши телезрители могут наблюдать у себя на экранах, да, там есть еще один такой очень важный момент. Ведь они же, кроме того, чтобы открыть безопасный счет, еще предлагают гражданам открыть сейфовую ячейку в Банке России, получается, да? И вот этого же в принципе невозможно, потому что Банк России, он не работает с физическими лицами. Да, здесь фантазия очень огромна. Акцентирует внимание, конечно, что большинство граждан не обладают там какими-то специфическими познаниями от деятельности той либо иной организации. Вы правильно сказали, что Национальный банк — это регулятор, он не работает с физическими лицами. Но порой вот составление документов, текст документов, которые гражданам приходят на WhatsApp, там фантазия очень хорошо работает. Например, звучит текст, что зарегистрирован финансовый инцидент, фамилия, имя, отчество и год рождения потерпевшего, что назначен ответственный сотрудник, выделена отдельная банковская ячейка, выделен счет. И, как правило, в этой схеме принимают участие от 3 до 7 до 15 человек разных голосов, которые представляются разными людьми с разных организаций. У человека действительно создается впечатление, что он попал в какую-то серьезную ситуацию, и он верит мошенникам и переводит деньги. Еще раз говорю, никогда сотрудник правоохранительного органа не потребует взять кредит, никогда не потребует снять собственные деньги со счета. Очень часто мошенники инструктируют, что в банках сотрудники банка
это мошенники, они находятся в схеме с украинцами, и необходимо изобличить сотрудников банка даже. И перед заходом в банк человеку даже покупают дистанционно гарнитуру, и идет постоянный инструктаж. То есть у нас в практике были случаи, когда до недели человека держали вот на таком слуховом и визуальном контроле через мессенджеры, ну, буквально отпуская на несколько часов поспать, и человек вот у нас путешествовал по различным банковским учреждениям, получая кредиты, отправляя через банкомат. Тем более, если вы уже попали в такую ситуацию, у вас уже в руках наличные денежные средства, один, опять же, из первейших последних признаков, когда человеку предлагают деньги переправить через приложение МирПэй. То есть МирПэй, деньги, банкомат, остановитесь, оставьте деньги у себя. Никогда ни один орган, ни ФСБ, ни МВД, ни прокуратура так не работает. То есть это последний, когда человек может остановиться, МирПэй приложение. И получается, что вот мошенники, вот вы сказали, что они действуют не одни. И действительно, они ведь действуют целыми группами, там, бандами, можно так сказать, да? Но ведь вообще они начали привлекать людей. Вот пострадавших. Вот это, как вот вы на это смотрите? И какие, может, меры принимаете? Да, действительно, следственная практика прокурорского надзора показывает, что, ну, в принципе, деятельность мошенников была бы невозможна без помощников, которые, это наши граждане Российской Федерации, ну, начиная, когда студенту предлагают оформить на свое имя карточку и передать ее незнакомым лицам. Надо здесь понимать, что, конечно, если сам студент не принимает участие и не понимает, для чего эта карточка нужна, то здесь надо четко понимать, что, исходя из гражданского законодательства, он несет материальную ответственность. Если потерпевший перечислил на вот его карточку 1 миллион рублей там, или там, 10 миллионов рублей, то гражданская ответственность наступит у студента, у владельца этой карточки. Есть судебная практика, которая взыскивает судебными решениями эти деньги. Потом ряд граждан, которые у нас, ну, откровенно говоря, понимают, чем они занимаются. Это так называемые дроповоды, которые собирают эти карточки, организуют прием на эти карточки денег потерпевшим и затем переводят полученные деньги мошенникам за вычетом процентов в свою пользу уже дальнейшим бенефициарам на Украину этой деятельности. Такие люди несут ответственность уголовную, соответственно, за мошенничество, 159-я часть 4, это мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и практика привлечения таких лиц, которых мы задерживаем на всей территории страны, она в республике наработана. Одно из последних дел мы направили в суд дело в отношении 3 фигурантов, жителей иных регионов. Им инкриминируется 75 эпизодов соучастия в таких мошенничествах. И общая сумма составила 60 миллионов рублей. И получается, можно ли, ну, вот, есть ли какая-то надежда у граждан все-таки вернуть потерянные, вот, отданные, украденные деньги? Ну, здесь о каких-то успехах я не буду говорить. Будем честны, что процент раскрываемости этих преступлений невысок. Он не превышает 20%. Конечно, помощник всей этой деятельности — это интернет, это серьезные системы конспирации. Мы понимаем, что те люди и колл-центры, и те люди, кто организует эти колл-центры, они дислоцируются за рубежом, в частности, в Украине. Поэтому установление задержания по понятным причинам здесь у нас затруднительно. За последние годы мы буквально одного участника вот такого колл-центра, значит, экстрадировали с Казахстана. Это один буквально из этих тысяч телефонных мошенничеств. Остальные — это вот такие помощники. Это дроперы, это обнальщики и так далее, которые привлекаются к ответственности. Но шанс, конечно, есть. Если человек вовремя обратился в правоохранительные органы и в банковское учреждение, через которое он деньги переводил, то счета в практике есть, что мы блокируем, опять же, через судебные решения эти деньги возвращаем. Ну и работаем, конечно, мы плотно с банковским сообществом, потому что, несмотря на огромную работу по профилактике, люди, которые к нам попадают, а мы в прокуратуре проводим, так скажем, опросы граждан в республике, кто потерял свыше 1 миллиона рублей. На местах у нас от 300 тысяч рублей такая работа проводится. Все без исключения заявляют, что не знали, что есть телефонные мошенники, знали схемы, но думали, что с ними такое не случится, и попали в такую ловушку.
Поэтому работа эта проводится, и есть судебная практика, когда судебные органы расторгают договор кредитный в силу того, что лицо находилось под заблуждением и действовало под принуждением мошенников. Но эта практика только, так скажем, в наработке, и сильно уповать здесь на нее не стоит, все-таки нужно быть внимательным. Какие бы советы вы прямо сейчас вот дали бы нашим телезрителям, чтобы они в случае чего просто не реагировали? Да, коротко, мы буквально разработали такую памятку, проводим работу в организациях, в больших учреждениях. Вот, первое, предлагаем гражданам быть внимательным и сообщаем, что главная цель мошенников – это заговорить с потерпевшим. Поэтому, когда вы получили какой-то телефонный звонок и вас напугали, вот важно найти в себе моральные силы, нажать кнопку сброса и затем перепровериться. Если это был сотрудник вашего банка, который сообщил о том, что деньги там в каком-то безопасном состоянии, наберите в банк в свой и проясните ситуацию. Если был сотрудник якобы МВД, также наберите в МВД в дежурной части, сообщите, есть ли там какие-то вопросы. Даже если вы сделаете контрольный звонок на тот же номер, с которым вам поступал звонок, обратной связи не будет. Да, это самая легкая проверка. Поэтому вот здесь. Потом рекомендуем обращать внимание, от кого поступил звонок или какое-то сообщение. И еще раз перепровериться. То есть у нас часть мошеннических схем, особенно это прошлый год, это когда поступило WhatsApp-сообщение от руководителя организации. Допустим, главврач написал WhatsApp-сообщение врачу о том, что в коллективе происходит какая-то непонятная ситуация, идет проверка ФСБ, сейчас вам наберет сотрудник ФСБ. То есть вы посмотрите, от кого действительно пришло сообщение, потому что часто используется аватарка руководителя, а номер будет не руководителя. Поэтому здесь необходима перепроверка. Ну и основной успех мошенников – это игра на наших страхах. В основном это страх потери денег, это несанкционированный кредит, списание со счета в пользу вооруженных сил Украины, взлом госуслуг и многое другое. Поэтому еще раз, если вы такую информацию получили, она вас напугала, все, отключаемся и перепроверяемся. То есть мы не можем сказать, что не реагируйте никак, да? Все равно мы все люди, эмоции, но вы отключитесь и перепроверьтесь по каналам. Переговоры, опять же, в мессенджерах – это один из основных признаков мошенничества. Все-таки правоохранительные органы используют еще обычную городскую телефонную связь. Если с вами заговорили в мессенджере, это как раз первый признак действия мошенников, поскольку, опять же, федеральным законодательством проводились определенные меры, блокировались номера, телефонные звонки, поступающие из-за рубежа. И достаточно серьезные штрафы платили сотовые компании, когда пропускали. Соответственно, этому был составлен заслон, и мошенники пошли через WhatsApp и Telegram. Поэтому первый признак, если вам поступил звонок и сообщение через WhatsApp, Telegram. Потом также признаком, как я уже сказал, это оформление, направление официальных документов, печать, подпись от различных правоохранительных органов через мессенджер. Опять же, у нас официально все документы поступают через почту, заказным письмом и так далее. Если вам документы поступили через мессенджер, это признак мошенника. Как я уже сказал, вовлечение вот в эту специальную операцию дистанционно у нас физические граждане, так скажем, очень редко привлекаются для участия в каких-то специальных операциях. Да. Если вдруг человека привлекли, то это будет реальный рабочий кабинет оперативного сотрудника, масса документов, подписок, расписок, навесное звуковое оборудование и так далее. Но это будут реальные люди в реальном кабинете. То есть никаких специальных операций правоохранительные органы дистанционно не проводят. Скажите, пожалуйста, вот какое наказание существует для тех, кто является посредниками? Как я уже сказал, в первую очередь для тех, кто не понимал или заявляет о том, что он не понимал и не доказано, что он является непосредственным соучастником преступной деятельности, это в первую очередь гражданская ответственность материальная на сумму, которую вы получили на свою банковскую карту. А там, как правило, за банковскую карту 5-10 тысяч студентам или этот человек получит. Здесь надо понимать, что потом будет взыскана более крупная сумма и наложен арест на все имущество, которое у человека имеется. Да? Ну а те, кто, естественно, непосредственно оказывает помощь в обналичивании денежных средств, предоставление технических услуг, сим-боксы, так скажем, когда десятками, сотнями эти сим-карты закладываются
специальное оборудование, которое позволяет вот делать обзвон наших граждан. Здесь ответственность предусматривается свыше 15 лет, поскольку речь идет об организованной преступной деятельности, в том числе возможно рассмотрение через призму как участника преступного сообщества. Поэтому здесь санкции и законодатели здесь подходят достаточно жестко. Президента все тоже слышали, поэтому правоохранительные и судебные системы здесь отрабатывают в этом плане беспощадно, можно сказать. И получается, что нужно быть очень осторожными и бдительными. И, ну, если уж приходит какая-то информация, что необходимо ее перепроверить. Вот это самый первый совет. Найдите все моральные силы, во-первых, взять паузу и понять, чем вас напугали. И во-вторых, прекратите разговор и на этот же номер хотя бы наберите, вы уже ответа не услышите. Ну и давайте, наверное, расскажем нашим телезрителям, куда же им обращаться, вот что делать в первую очередь, либо для того, чтобы сдать преступников, да, либо для того, чтобы подать заявление, если вдруг они стали жертвой преступлений. Ну, самое первое, куда бы рекомендовал гражданам обратиться, это все-таки банковское учреждение, через которое вы направили денежные средства. Почему? Потому что по заявлению гражданина еще можно заблокировать в первые часы перевод и остановить этот перевод. Ну, а затем, соответственно, это правоохранительные органы, это подследственность и компетенция Министерства внутренних дел. Естественно, это все телефоны, все номера дежурных частей органов внутренних дел, которые работают в круглосуточном режиме. У нас были случаи, когда человек там что-то стеснялся, вот, там, после 8 часов вечера у нас службы работают круглосуточно. Соответственно, также дежурный прокурор. В том числе я бы рекомендовал не дожидаться, может быть, уже когда вы стали жертвой какого-то такого факта, а если у вас возникает вопрос, что вам позвонил прокурор, допустим, и сообщил, что необходимо срочно обезопасить там какие-то деньги, есть телефоны, наберите дежурному прокурору, и вам дадут разъяснение. У нас были примеры, когда и сотрудники даже прокуратуры, были попытки, опять же, от моего имени приходили сообщения, якобы я там прошу поговорить с сотрудником ФСБ, который, опять же, должен был вовлечь по сценарию сотрудника. Ну, благо, работник, наш технический работник бухгалтерии перепроверился, позвонил начальнику отдела кадров, который сразу ему сказал, что это мошенники. Поэтому вот советы такие, не ждите, если вас опять же напугали, все телефоны работают в круглосуточном режиме. Специально для удобства наших телезрителей мы разместили все QR-коды и ссылки на полезные телефоны и на сайт прокуратуры, также телеграм-канал прокуратуры Республики Саха-Якутия, где вы же размещаете там, да, вот все ход действий, какие-то профилактические памятки. Практически ежедневно мы размещаем оперативную сводку, где кратко доводится, и граждане, кто вот на беседу приходит и соглашается, так скажем, поучаствовать в съемке, в группах мы также распространяем. Ну и, соответственно, большую такую работу проводит Министерство внутренних дел. Там ежесуточно, наверное, такие ролики размещаются. Да. И действительно, согласитесь, что лучше учиться на чужих ошибках, да? Конечно, лучше учиться на чужих ошибках. И в какой-то мере еще хотел призвать людей к терпению, потому что очень плотно мы еще работаем с банками, потому что вот операционный зал банка — это последний рубеж, где могут предотвратить вот это хищение. То есть банки тоже заинтересованы, конечно, в этом, и тем более новые новеллы законодательства уже прямо обязывают банки эту работу проводить. Если раньше это все было как бы на добровольных началах, сейчас вот федеральный закон, который заработает у нас через 90 дней от момента принятия, он конкретно внесены изменения в закон о банках и банковской деятельности, обязывающих предпринимать комплекс мер. Так вот, когда эти, естественно, меры принимают, они, конечно, могут и затрагивать и обычных граждан, которые просто пришли за потребительским кредитом. И очень часто сотрудники банковских учреждений отмечают какое-то нетерпение, возмущение, негодование. Пришел получить деньги, а вы мне задаете какие-то вопросы, а зачем? А зачем вы меня там просите каким-то родственникам позвонить? Я попросил наших граждан относиться к этим вещам с пониманием. Поскольку сумму и статистику я обозначил, надо понимать, что большая часть этих денег ушла во вражеское нам государство, да, и кого мы профинансировали, понятно. А в-третьих, у нас отмечались конкретные
факты, когда люди, получив вот такую вот проблему в виде потери там, 1,2 миллиона, окончили жизнь самоубийством. Поэтому вопросы эти очень серьезные, поэтому будьте терпеливы, ответьте на те вопросы. Если у вас там по рекомендуемым банкам, когда пришел пенсионер и просит 2 миллиона рублей, чтобы супругу позвонили. Вот давайте мы вам, конечно, вот присядьте, мы вам деньги эти предоставим, но давайте проясним ситуацию. Да. Действительно, вам нужен кредит на покупку табуна лошадей, когда вам 90 лет, и спросим там у вашей супруги, она согласна на такое? Потому что если раньше мы с вами кредит получали, это были поручители, это масса справок, то сейчас это вот онлайн, в один клик, и человек через полчаса потерял 3 миллиона рублей, да, и попал в такую кабалу. Поэтому будем терпеливы. Да, спасибо вам большое, Сергей Анатольевич, за то, что пришли к нам в передачу. Аферисты связываются с потенциальными жертвами по видеозвонкам и на сервисах объявлений. Предлагают дешевые билеты и легкие инвестиции, запугивают взломом аккаунта на госуслугах и используют искусственный интеллект. О распространенных и новых схемах мошенников ежедневно рассказывают сотрудники силовых структур с помощью информационных ресурсов, созданных специально для предупреждения населения. На экране вы видите QR-коды, по которым можете подписаться на эти ресурсы. Мошенники могут представиться сотрудниками банка, полиции, операторами связи, показывать сфабрикованные удостоверения, связаться по видеозвонку на фоне убедительных декораций. Все это они делают, чтобы ввести жертву в заблуждение и тревогу, убедить продиктовать код или оформить кредит. Лжеполицейские запугивают тем, что вы причастны к какому-то делу или ваш родственник является подозреваемым. Под видом правоохранителя мошенники советуют взять кредиты и займы, чтобы оплатить штраф, взнос или работу какого-нибудь сотрудника, который якобы вас защищает. Лжеоператоры сотовой связи говорят, что срок действия вашей сим-карты истек и требуют оформить новую, хотя у любой сим-карты нет срока действия. Также злоумышленники под видом сотрудников жилищно-коммунальных компаний начали предлагать якутянам поменять счетчики и по предоставленной ссылке установить приложение, которое откроет им доступ к вашему мобильному устройству. Еще мошенники могут представляться руководителями организаций, в которых вы работаете. Они взламывают аккаунты чаще всего директоров школ и компаний, используют их фотографии и даже запись голоса, которые находят в открытом доступе. Аферисты используют искусственный интеллект и генерируют сообщения любого формата, требуют перевести средства или выдать персональные данные. Чаще всего дистанционные мошенники звонят потенциальным жертвам и сообщают ложную информацию о том, что некие злоумышленники получили доступ к персональным данным и счетам, оформляют или уже оформили кредит на ваше имя. При подозрении на мошеннические действия немедленно сообщите об этом по номеру 112. Оперативники определят, связался ли с вами мошенник, и подскажут, что следует делать. При этом раскрываемость таких преступлений усложняет то, что аферисты зачастую находятся в других регионах и других странах. Они используют одноразовые номера, счета и IP-адреса. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире.